получают, как правило, автоматически и ежемесячно. И поэтому вот мне бы хотелось именно те вопросы, которые по заявительной системе, и не всем они, как говорится, известны в полном объеме. И первый вопрос – это обеспечение техническими средствами реабилитации. Второе – это оплата проезда детям-инвалидам. И третий вопрос – это высокотехнологическая медицинская помощь, которая оказывается на сегодняшний день в рамках обязательного медицинского страхования. Вот эти три вопроса мы сегодня с вами рассмотрим. После того, как звук, пожалуйста, микрофоны отключите. Очень резкие звуки издаются. И после того, как мы с вами, я вам эту информацию как бы постараюсь очень схематично и очень в доступной форме донести. После этого вы можете задавать вопросы. Возможно, на какие-то вопросы я смогу сразу же вам ответить. Если вдруг я не смогу сразу ответить, я обязательно подготовлю эту информацию, и вы в последующем можете обратиться в колл-центр благотворительного фонда Харысхал, и они дадут мои координаты, и всю эту информацию я вам, как вам будет удобно, либо в устной, либо в письменной форме до вас донесу обязательно. Поэтому, если возникнут вопросы, обязательно записывайте, обязательно задавайте в конце нашего семинара. Итак, первый вопрос у нас – обеспечение техническими средствами реабилитации детей. Что здесь нужно знать прежде всего? Здесь прежде всего нужно знать, что такое обеспечение у нас производится на двух уровнях, то есть двумя способами и двумя, соответственно, органами. Это на федеральном уровне и на республиканском уровне. И на каждом из этих уровней выдаются конкретно свои средства технической реабилитации, существует свой, соответственно, порядок и свой орган, который за это отвечает. Так вот, на федеральном уровне у нас это Фонд социального страхования Российской Федерации, и на основании закона о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, в соответствии с которым все инвалиды имеют право на бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета. И какие же именно средства у нас подлежат выдаче через Фонд социального страхования? Всего здесь 18 наименований и самих средств, и еще 3 социальные услуги, которые тоже за счет средств федерального бюджета осуществляются. Сейчас я их вам просто кратко озвучу, но вообще есть их более четкие и точные описания, которые изложены на сайте федерального ФСС, либо при необходимости я тоже могу дать такие разъяснения потом в индивидуальном порядке. Итак, в этот перечень входят трости опорные, костыли, опоры, поручни, кресла-коляски с ручным приводом, комнатные, прогулочные активного типа с электроприводом, малогабаритные, протезы и ортезы, ортопедическая обувь, противопролежневые матрасы и подушки, приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов. Есть такие специальные приспособления для людей, у которых какая-либо конечность отсутствует. Вот они есть специально для одевания, для застегивания пуговиц, специальные с захватом ложки, вилки. Вот такие предметы тоже за счет средств федерального бюджета. Специальная одежда, специальное устройство для чтения говорящих книг, для оптической коррекции слабовидения. Также в этот перечень входят собаки-проводники с комплектом снаряжения. Ну, понятно, это для людей с нарушениями зрения. Медицинские термометры и тонометры с сетевым выходом. Сигнализаторы звукосветовые и вибрационные, слуховые аппараты, телевизоры с телетекстом, телефонные устройства с текстовым выходом, голосообразующие аппараты, специальные средства при нарушениях функции выделения, ну, это мочеприемники и калоприемники, абсорбирующее белье и подгузники, и кресла, стулья с санитарным оснащением. Ну, это туалетные кресла, которые позволяют
непосредственно рядом с кроватью человека высаживать для, соответственно, отправления его нужд физиологических. И вот 3 услуги, да, которые также из средств федерального бюджета оплачиваются, это ремонт технических средств реабилитации, первое. Второе – это содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Оно вот осуществляется путем выплаты ежегодной, единовременной, денежной. И также предоставление услуг по переводу жестового языка, сурдопереводу. Вот что нужно, да, и что нужно для того, чтобы эти средства реабилитации получить? Обязательно должна быть индивидуальная программа реабилитации и абилитации, и какое-либо средство, которое в этот перечень входит, оно должно быть туда вписано. Подается заявление обязательно в фонд социального страхования по республике. У нас здесь в Якутске это улица Октябрьская, 15, но в каждом районе, в каждом УСИ есть представитель фонда социального страхования. Тоже на сайте ФСС, там есть полный перечень с фамилией, имя, отчество каждого специалиста, с телефоном, с электронным адресом и с адресом почтовым, куда можно обратиться. Какие документы нужны? Ну, непосредственно само заявление нужно, паспорт ребенка или свидетельство о его рождении, паспорт родителя, ИПРА, индивидуальная программа реабилитации, и СНИЛС. Ну, это вот такой стандартный набор, он практически везде именно этот набор нужен. Сколько у нас это? Ой, Анна Сергеевна, включите микрофон, пожалуйста. Анна Сергеевна? Микрофон я нечаянно выключила. Хотела других. Включите микрофон, пожалуйста, свой. Ага. Извините, сейчас организатор, оказывается, мой микрофон ненадолго выключил. Я вот не поняла только с какого момента я остановилась, на каком моменте. Ну, вот буквально пару последних предложений повторю, что 15 дней рассматривается заявление в фонде социального страхования о выдаче технического средства реабилитации. Но это не значит, что по истечении этого срока вы этим техническим средством будете обеспечены, потому что дальнейшая вся вот эта деятельность, она регулируется законодательством о закупках, и, соответственно, в течение 15 дней вам только будет дан ответ о том, что вы поставлены на учет в качестве нуждающегося в таком средстве технической реабилитации. И в последующем уже будет инициирована закупка таких технических средств, и это процесс, скажем честно, не быстрый и затягивается иногда и на год, ну, примерно где-то так. Что делать, если вам выдано неисправное техническое средство реабилитации фондом социального страхования? Да? В данном случае у вас есть 2 возможности. Вы можете обратиться непосредственно в фонд за заменой, либо вы можете обратиться к поставщику данного средства технической реабилитации, и тогда уже в пределах гарантийного срока они обязаны будут осуществить замену, либо удовлетворить любое иное ваше требование, установленное законодательством о защите прав потребителей, в том числе и гарантийный ремонт, и замена, и так далее. Что касается того, вот входящие в этот перечень федеральный, да, 18 средств технической реабилитации, родитель вправе приобрести за свой счет и в дальнейшем рассчитывать на получение от фонда социального страхования компенсации за его приобретение. В данном случае те же самые документы предоставляются в фонд социального страхования, но к ним также прилагается документ, подтверждающий фактическую покупку, то есть это договор, это квитанция к приходному кассовому ордеру, либо это товарный чек и так далее. Но что здесь вот в данной ситуации важно знать? Что вам не будет возмещена
полная стоимость приобретенного средства технической реабилитации, если она будет превышать ту сумму, которая была у них по последним закупкам установлена. То есть, ну, грубо говоря, например, на коляску, стандартную коляску с ручным приводом, инвалидную, установлена сумма 15 тысяч с чем-то там рублей. И если вы приобретете за 20, за 30, за 40, это уже сумма свыше, вам компенсироваться не будет свыше 15 тысяч рублей. Но если вы, грубо говоря, приобретете за 13, вам, естественно, будет компенсирована фактическая сумма 13. Ну, там это вот для простых таких колясок установлено. Есть еще специальные коляски с держанием головы и с другими опорными механизмами, специально для детей с ДЦП. Там уже сумма повыше, конечно, где-то она в пределах 47 тысяч. Все эти суммы, их также актуальны, и можно посмотреть на сайте Фонда социального страхования, только надо смотреть именно на нашем территориальном, потому что в каждом регионе, соответственно, у них закупочная цена разная, и нам надо смотреть именно наши республиканские. Ну, если кого-то конкретно какое-то средство технической реабилитации интересует по сумме, это тоже можете уточнять у меня. У меня на сегодняшний день актуальная тоже информация имеется. Вот если вы уже так сами приобретаете средства технической реабилитации самостоятельно, да, то в случае его неисправности вы можете обращаться только непосредственно к продавцу и поставщику этого товара. Соответственно, также по законодательству о защите прав потребителей. Здесь уже непосредственно обращаться за ремонтом или заменой в фонд социального страхования вы права лишаетесь. Вот это у нас что касается наших средств реабилитации, которые через фонд социального страхования оплачиваются из федерального бюджета. Первый, как говорится, уровень. Второй уровень наш республиканский, и здесь в соответствии с законом республики о дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в республике Саха-Якутия, инвалиды, нуждающиеся в дополнительных технических средствах реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств, по показаниям также индивидуальные программы реабилитации обеспечиваются указанными средствами бесплатно за счет средств республики. И в этот перечень у нас на сегодня входит 15 наименований технических средств реабилитации. Что к ним относится? Что входит в этот перечень, на что вы вправе претендовать за счет средств республики? Это подъемник бытовой, передвижной или стационарный для перемещения внутри жилых или ванных комнат. Вот такое средство реабилитации, оно выдается в том числе и с сиденьем, подвешенным на канатах. Очень, на самом деле, удобная вещь, потому что сначала мы такую получили сами, и когда до того еще как получили, я думала, что слишком громоздкая, что в условиях квартиры, наверное, будет тяжеловато использовать. Сейчас я уже думаю о том, что вообще как мы без нее жили, потому что, ну вот особенно, что касается посадки, высадку в ванную, когда человек мокрый, скользкий, очень сложно, а с ним гораздо уход облегчается за лежачими больными. Так, далее, на что еще можно претендовать? Это кровать с механическим приводом регулирования. То есть кровать может подниматься, опускаться, у нее может подниматься, опускаться верхняя часть, то есть человек может из положения лежа в положение полусидя или сидя. Это тоже очень такое, для лежачих больных подходит. Ванна переносная, складывающаяся или надувная. Дальше рампа передвижная. Ну, рампа передвижная – это такое, типа пандуса такого. Он, ну, может использоваться в случае, если когда не очень сильный угол наклона есть вот у вас где-то ступеньки или небольшое количество ступеней.
Ну, в общем-то, можно тоже его использовать. Либо еще есть возможность, если там вот у кого микроавтобус, возможно, в машину тоже выезжать, заезжать на нем. Так, далее. Это кресло для ванны, душа на колесиках или без них. Ну, это чтобы в ванной удобнее было фиксировать человека. Компактное оборудование для тренировки мышц верхних и нижних конечностей. Это такой выдают небольшой велотренажер. Если его ставишь на пол, тренируются нижние конечности. Если ставишь на стол, это тренируются руки. Ну, одинаковым движением, вращением. Также компьютер настольный или дорожный. Но здесь вот компьютер это для детей с тяжелыми двигательными нарушениями, либо со статико-динамическими нарушениями, которые с обычным компьютером не могут пользоваться. Еще дополнительно для детей с нарушением слуха предоставляется элемент питания для кохлеарных имплантов. Также компьютер настольный или дорожный с веб-камерой. Ну, понятно, чтобы через веб-камеру могли посредством жестового языка общаться. И инвалидам с нарушением зрения также компьютер со специальной программой для слабовидящих и незрячих, телефон мобильный с синтезатором речи или с большими цифрами кнопочный, также часы наручные с синтезатором речи, будильник с синтезатором речи, радиоприемник при наличии стационарного телефона и аппарат телефона с переносным приемным устройством, радиотелефон, тоже при наличии стационарного телефона в квартире, ну или в доме. Куда обращаться за вот этими средствами реабилитации? Значит, как я уже сказала, за выдачу этих средств у нас в республике отвечает Министерство труда и социальной защиты, и оно делегировало эти свои полномочия управлением социальной защиты в районах, ну и у нас по городу Якутску в том числе. То есть управление социальной защиты у вас по месту жительства, вы подходите, должны будете также написать заявление и стандартный, как я уже сказала, предоставить пакет документов. Это свой паспорт, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, ИПРА и СНИЛС. Данное заявление также рассматривается в течение 15 дней и принимается решение о том, чтобы вас включить в перечень нуждающихся в техническом средстве реабилитации. Что касается вот по вот этим вот средствам технической реабилитации самостоятельного приобретения, то в данном случае местным нашим законодательством компенсация за самостоятельное приобретение этих средств реабилитации, оно не предусмотрено. То есть вы их сами можете приобрести, конечно, но вам это никто не компенсирует ни в каком размере, ни частично и не полностью. И последнее, что тут нужно сказать, это опять по поводу того, если техническое средство реабилитации оказалось неисправным. Если оно оказалось неисправным, то по нашему постановлению правительства республики мы можем обратиться непосредственно только в управление социальной защиты, и на него возлагается ответственность по замене этого средства реабилитации. То есть очень что-то там так шумно было. То есть обращение непосредственно к поставщику, оно не предусмотрено законодательством. То есть вы обращаетесь в управление, опять-таки же пишете заявление, указываете причины неисправности, и в пределах гарантийного срока они обязаны вам заменить или обеспечить проведение ремонта. А если уже по истечении гарантийного срока у вас техническое средство реабилитации по каким-то причинам вышло из строя, то это только уже на ваших плечах будет лежать его ремонт и так далее. Но опять-таки же, если срок его службы истечет, вы имеете право повторно обратиться чтобы вас опять обеспечили с техническим средством реабилитации. Поэтому здесь таким образом обстоят дела. Так,
Вот это вот первый вопрос, что касается технических средств реабилитации. Мгм. Второй вопрос у нас это оплата проезда детям-инвалидам, да? В каких случаях и кем производится оплата проезда? Ну, мы все знаем, да, что у нас и так действует на территории Дальнего Востока система государственного субсидирования для определенных категорий граждан, да, когда государством изначально уже оплачивается проезд в определенной части с регионов Дальнего Востока до каких-то основных таких точек курортных или лечебных нашей страны, да, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи и так далее. Но сейчас речь идет не об этом, речь пойдет о том именно, когда полностью проезд подлежит оплате за счет государственных средств. И здесь опять такая же двухуровневая система. То есть какой-то проезд у нас за счет федерального бюджета осуществляется, какой-то проезд у нас за счет республиканского бюджета осуществляется. Так вот, на основании закона, федерального закона о государственной социальной помощи дети-инвалиды имеют право на получение помощи в виде набора социальных услуг. Ну, к таким социальным услугам у нас относятся в том числе санаторно-курортное лечение, относится оплата проезда на транспорте железнодорожном, ну, у нас в пригородного сообщения, ну, нашего региона это особенно не касается, нас вот больше интересует санаторно-курортное лечение. Если вы не отказались от вот этого набора социальных услуг в пользу ежемесячной выплаты денежной, да? А мы все можем проверить, есть у нас она или нет. Мы просто смотрим свои поступления пенсионные, да, ежемесячные, когда мы получаем пенсию, одновременно мы получаем пособие по уходу за ребенком, и если мы отказались от набора социальных услуг, да, то мы видим, что мы получаем еще и ежемесячную денежную выплату. Она вот со 2 февраля 2021 года стала составлять 1707 рублей. Да? Вот если мы ее получаем, то, соответственно, мы уже не имеем права на получение бесплатных лекарств, на получение санаторно-курортного лечения, на проезд вот на железнодорожном транспорте тоже. Если же мы ее не получаем, то есть мы захотели получать в натуре эти услуги, то тогда мы имеем право наш ребенок имеет право на получение путевки. Опять-таки же, это должно быть обязательно прописано в индивидуальной программе реабилитации, во-первых. Во-вторых, мы должны справку получить по форме 070У, подтверждающей наличие медицинских показаний к санаторно-курортному лечению. И обращаться за такой путевкой надо, опять-таки же, в фонд социального страхования по месту жительства нашего ребенка. И наряду как раз-то с оплатой вот такого санаторно-курортного лечения оплачивается и проезд к месту его прохождения и обратно для ребенка непосредственно и для родителя тоже. Но опять-таки же скажу, если вы только от этого набора услуг не отказались. Кстати, здесь вот хочется добавить, что с 2020 года обращение за набором социальных услуг, оно упрощено. Вам не надо теперь ежегодно обращаться за тем, чтобы вам выплачивали ежемесячную денежную выплату или, наоборот, для отказа от нее. Если вы уже ранее обратились, например, и отказались от получения услуг в натуре и получаете денежную выплату, то она вам и в дальнейшем будет выплачиваться до тех пор, пока вы сами не решите от нее отказаться. И наоборот, если вы, скажем, решили получать в натуре денежную выплату ежемесячную не получаете, так и будете продолжать до тех пор, пока не подадите заявление об обратном. Заявление такое подается в пенсионный фонд, поскольку оно является
плательщиком вот этой выплаты, и должно быть подано до 1 октября текущего года, чтобы соответствующие изменения с 1 января следующего года. То есть вы до 1 октября заявление подаете, например, чтобы вам денежную ежемесячную выплату назначили вместо социальных услуг в натуре. И тогда с 1 января уже следующего года вы будете ее получать, эту выплату. Вот таким образом здесь обстоит с оплатой проезда. Сейчас, а еще у нас на республиканском уровне тоже определенным категориям детей-инвалидов оплачивается проезд. Так, оплачивается проезд. Здесь уже на основании постановления правительства нашего республиканского номер 273. Детям-инвалидам и сопровождающим их лицам предоставляется право на бесплатный проезд к месту реабилитации и обратно. Здесь это право можно реализовать только в республиканских специализированных реабилитационных центрах, то есть те, которые у нас находятся на территории республики. И оплата производится любого транспорта, хоть авиационного, хоть железнодорожного, хоть автомобильного, хоть водного. Все виды транспорта подлежат оплате. Также и сопровождающему оплачивается сопровождающему инвалида первой группы, либо ребенка-инвалида. И второй случай, когда у нас на территории республики из республиканских средств производится оплата, это в том случае, если наши дети обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования или высшего образования, и их филиалах, расположенных на территории Республики Саха-Якутия и имеющих государственную аккредитацию. Вот если в таких учебных заведениях у нас ребенок обучается на территории республики, то ему тоже один раз в год полагается оплата проезда к месту обучения и обратно домой. Ну и если в коррекционных тоже интернатах дети, школы именно коррекционные, да, то есть это уже не профессиональное, а основное образование, обучаются тоже им раз в год оплачивается проезд к месту обучения и обратно домой. Вот в этих вот случаях, когда из республиканского бюджета второй раз, опять-таки уже у нас производится оплата по заявлению в Управление социальной защиты по месту жительства. По месту жительства. Так, это что у нас касалось обеспечения техническими средствами реабилитации и оплаты проезда, то есть социального обеспечения. А сейчас я бы хотела немножечко затронуть медицинское обеспечение, да? Почему? Потому что тут тоже стали такие возникать вопросы в последнее время в связи с расширением базового списка оказания высокотехнологической медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, стали вставать вопросы по протезированию особенно, да, возникать. То есть получать протез через фонд социального страхования, мол, там тоже не всегда высококачественные, да, предоставляются, либо это возможно через ОМС. И в этом вопросе стали более подробно разбираться. И здесь хочется сказать, что через ОМС, то есть через обязательное медицинское страхование, мы, к сожалению, как таковые протезы получать не можем. Здесь речь идет только об эндопротезировании, то есть о том протезировании, которое является внутримышечным, но никак не о тех наружных протезах, которые у нас относятся к средствам технической реабилитации. То есть здесь у нас это именно та медицинская, вот эти вот эндопротезы, это в рамках той медицинской помощи, которая у нас по закону об охране здоровья оказывается в медицинских учреждениях, и это предоставляется также человеку бесплатно, но
именно не является средством реабилитации, а этот протез, он внутри человека, который располагается внутримышечно. Ну и в целом сейчас хочу немножечко тоже сказать о высокотехнологической медицинской помощи, какая именно сейчас в последнее время у нас включена в этот базовый перечень. Вообще с 2014 года стал этот перечень формироваться, и он стал расширяться ежегодно, да, и туда вот в частности относится то, что по ОМС делается, это стентирование коронарных сосудов, имплантации кардиовертодефибриллятора. Некоторые слова, конечно, очень сложные. Значит, микрохирургические операции, расширенно комбинированные хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях, применение генно-инженерных биологических лекарственных препаратов при лечении ревматоидных артритов и комплексное хирургическое лечение глаукомы в том числе туда входит. А вот с 2019 года в базовую программу ОМС включены новые виды медицинской помощи по профилю челюстно-лицевой хирургии. Не знаю, кого-то это касается здесь в нашей группе или нет, но тем не менее, да, в случаях, когда очень травматичные, возможно, были какие-то аварии или какие-то последствия других заболеваний, что касается нарушением вот лицевых костей, челюстей и так далее, вот это сейчас тоже стало входить в базовую по ОМС. И что самое вот важное, да, и долгожданное, это то, что с прошлого года эндопротезирование суставов стало доступно по полису ОМС. Это когда выраженные деформации, дисплазии, анкилозы, неправильно сросшиеся или не сросшиеся переломы области суставов, посттравматические вывихи и подвывихи, остеопороз и системные заболевания. Вот это эндопротезирование, оно стало доступным. Ну и вот еще ряд заболеваний по сердечно-сосудистой системе, здесь такая специфические заболевания, можно тоже посмотреть, если кого это интересует. Что здесь нужно, вот если у вас есть какие-то показания для такого рода лечения, да, для такого рода протезирования внутримышечного имеются у вашего ребенка, то здесь все решается по месту оказания вам первичной медицинской помощи, то есть в вашей поликлинике, лечащий врач. У него проходит, он вам назначает необходимое обследование, которое нужно в данном случае. Оформляется направление по форме 057 У04. На бумаге обязательно должны быть печать лечащего врача и учреждения. Прилагаются также паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС и выписка из медицинской документации содержания сведений о наличии заболевания. То есть здесь уже механизм совершенно другой, еще раз скажу, да, он через непосредственно лечебные учреждения. И дается направление в те учреждения, которые именно по ОМС оказывают данные виды хирургические, это, как правило, хирургические вмешательства, да. Ну, очень много клиник на самом деле по России сейчас это делают, просто если собрать необходимый пакет документов в случае необходимости, эта помощь стала более доступной. Почему это так важно? Вот я говорю, что через ОМС это стало доступно, да, потому что раньше это все было по квотной системе через Министерство здравоохранения, и там, конечно, приходилось очень долго ждать, и как правило, эти клиники, вот, оказывающие высокотехнологическую медицинскую помощь, они находились в центре страны, и всегда это, когда со всех уголков России, конечно, туда стоит огромная очередь, это было очень проблематично дождаться. Сейчас несколько упростился механизм, и будем надеяться, что это какие-то плоды свои даст. Ну вот такая вот основная информация, которую я хотела до вас сегодня донести. Я видела, что в процессе того, как я говорила, поступали какие-то вопросы.
Сейчас я попробую открыть чат. И если какие-то вопросы еще есть и голосовым, вы хотите, вы можете включить у себя микрофон и задать вопросы. Сейчас, секунду. Ну, хотелось бы узнать, было ли... все, вот я смогла открыть чат. Куда обращаться для получения санаторно-курортного лечения? Вот если вы находитесь в городе Якутске, то вы обращаетесь на Октябрьскую, 15, это фонд социального страхования. Если вы не в Якутске, если вы в районе, то, в общем-то, у меня есть перечень, но мне надо знать конкретно, какой район. В каждом практически районе существует, не существует, а есть свой представитель фонда социального страхования. У них есть все адреса, электронная почта, телефоны, все это имеется. Вот пишут, если техническое средство, стул специальный стал мал, как сменить на больший размер или сдать старый? То есть если он стал вам мал, да, получается, вы уже не можете его использовать по назначению и снова становитесь нуждающимся в данном средстве реабилитации. То есть вам надо, так же, как вы вот первый стульчик получали, также подать заявление, в нем можете указать, что предыдущий, ранее выданный, он стал вам маленький. То же самое вот и следующий вопрос задают. Если коляска не подошла, пришла большая, как быть и что делать? Абсолютно то же самое. То есть если она не подошла, значит, у вас ее, можно сказать, нет. Вы ей не пользуетесь, и вы снова нуждаетесь в этой коляске. Поэтому, пожалуйста, пусть они эту коляску у вас забирают. Но, естественно, надо подать будет заявление. И, как я уже говорила, поскольку вся эта закупочная система у нас действует сейчас, придется весь этот процесс ожидания, конечно, терпеливо как-то выдержать, но зато получить именно подходящее вам средство реабилитации, потому что, ну, какой смысл вам в коляске, которой вы не пользуетесь? Ой, у меня звука нет, как включить это, я не знаю. Влагоемкость памперсов очень низкая, как быть, ребенок большой, 12 лет. Вот смотрите, по поводу памперсов, это у нас как раз-то федеральный перечень. Это федеральный перечень, по нему вы вправе получать компенсацию. Вы можете, если вам то, что выделяет фонд социального страхования, не подходит, вы можете выбрать для себя какую-то свои памперсы, которые вам будут подходить больше, и просто подавать на компенсацию. Ну, а что делать, если вам то, что выдает, не подходит? Это тоже как бы определенный выход. У моего ребенка сентября 17 лет будет, МС по справку. Лет, срок, куда и где дальше обращаться по поводу обследования в городе Якутск. Так, вот не совсем поняла вопрос по поводу МС. Ребенку будет 18 лет, куда и где дальше обращаться по поводу обследования. Ну, я так поняла, что вы имеете в виду, что ребенку исполняется 18 лет, и ему надо будет проходить переосвидетельствование. Переосвидетельствование у нас на сегодняшний день проходит в медико-социальная экспертиза. Она расположена на улице Чернышевского, 8/2. Это, ну вот, на берегу. Вы туда подходите, там определенный тоже перечень документов. Вам предварительно надо будет проходить опять медицинскую комиссию. Анна. Да? Да? НС же переехали по Петра Алексеева. Переехали по Петра Алексеева? Да, Нет, да. я вот позавчера была две медика... Курашова. Да? Две комиссии еще были позавчера там. И окно приема там тоже было. Позавчера я была. Ага.
Ну, тогда, если тем более в сентябре, то на тот момент надо будет более актуальную информацию узнавать, потому что вот туда-сюда переезжают. Может быть, там же несколько комиссий, 4 или 5, вот 2 комиссии точно там были вчера. Мгм. Велотренажер кому положен? Велотренажер положен тому, кому необходимо развитие мышц верхних и нижних конечностей. Этот велотренажер тоже прописывают с учетом двигательных особенностей вашего ребенка. Вот это медико-социальная экспертиза в индивидуальную программу реабилитации. Нам нужна ванна большая, передвижная, так как мы живем в деревне. Мы не перемещаемся в обычной не помещаемся, так как рост уже большой. Ну вот, насколько мне известно, надувные ванны, они определенные, там разные размеры, и не маленькие можно выбрать именно по своему росту. Это что касается, когда вы будете заявление писать, там, наверное, уточнить надо будет именно размер. А можно вопрос? Да, пожалуйста. А вот смотрите, а вот мы с Ленского района, Да. и мы же не сможем в Якутск приехать, когда ребенку 18 лет исполняется. Мы же говорите, вы вы из- говорите, комиссию мы должны будем какую-то пройти. И как нам быть? Нет, а вы вот первично свою комиссию где проходили? Ну, мы в Экспертизу Ленске, медико-социальную в мы в Ленске. Ленске, у нас были врачи, сейчас их нету. А Мгм. до этого мы всегда ездили в другие города и лечились в реабилитационных центрах, и оттуда привозили документы. А вот сейчас у нас в том году уже не могли мы поехать, а в этом Это году уже. Нет, э, имеется в виду вот саму медико-социальную экспертизу, которую вам дала розовую справку МСЭ. Вы где ее Мгм. проходили? Вот ее. Здесь, то есть мы проходили здесь, а потом наших специалистов здесь, их, по-моему, так У вас закрыли просто, да? да, закрыли, а теперь мы не проходили эту комиссию, там сказали, мы вам продлеваем на полгода. Мгм. Вот. Ну, в Ну, связи потому с- что сейчас, да, Да. автоматически было продление из-за А, пандемии. да, а теперь с нами как? Что нам дальше-то делать, я не знаю. Вот смотрите, сейчас имеется возможность обращения, в том числе в медико-социальную экспертизу, в электронной форме. Возможно, вот таким образом попытаться. У меня вот ребенок, он, например, тоже с двигательными нарушениями, и они организуют выездные комиссии. Они назначают, они время определяют, и в определенное время выезжают для проведения медико-социальной экспертизы на дому. Если у вас ребенок с тяжелыми нарушениями, и вы не имеете возможности выехать с ним, то это, в общем-то, возможно. А так, по поводу конкретного территориального обращения в МСЭ, ну, просто сейчас тематика была немножечко другая, я могу отдельно посмотреть этот вопрос, хорошо? И Мгм. вы позвоните просто, и я вам скажу, хорошо? Потому что вот сейчас точно сказать, почему закрылся Ленский, на совсем ли он закрылся, будет ли он открыт, я вот конкретно не могу ответить. Но я могу этот вопрос изучить и вам потом сообщить, хорошо? Да, спасибо. А каких врачей нужно будет проходить? Вот комиссия, какие специалисты должны быть? Какие Наши специалисты должны быть? Это зависит от заболевания же вашего. Ну, а в детский нам кому обращаться? Вот фонда у нас, например, нет. Нам скоро инвалидность устанавливать. И куда мне идти? Ну, например, вот куда мне обратиться по этому поводу, по этому вопросу? В больницу, что ли? Ну, к своему лечащему врачу вы когда подходите и обращаетесь только для прохождения комиссии медицинской. Эта медицинская комиссия, она будет необходима для обращения в МСЭ. То есть в МСЭ уже должна быть определенные специалисты вы пройти должны. Я не могу сказать, не зная вашего заболевания, какие именно у вас. Например, мы проходим обязательно невролога, офтальмолога, ортопеда и педиатра. А вот такой вопрос можно, если ребенку исполняется 18 лет, она уезжает, поступает, ну, в какой ФУС или СУС и так далее. МСЭ идет по прописке, то есть я там ее не могу прописать. То есть где прописка, там и МСЭ получается. Где Ну, прописка, я там вижу. МСЭ получается, да.
А получается, там ее не прописывать, она должна будет возвращаться в среди учебного года в Ленск, допустим, и пройти эту комиссию, а потом обратно ехать учиться? Так получается? У вас, Или получается, её так можно там разрыв, да, прописать ее где-то, получается? чтобы она сама Ну, проходила? вы же можете, у вас, вы говорите, в сентябре, это же будет, в общем-то, возможно, летом пройти. Самое, по-моему, такое время, нет? Ну, можно, конечно, но все равно там обучение в первом курсе, я так думаю. Но получается, если там в каком-то районе ее Можно прописать, чуть в городе, заблаговременно, не обязательно. и, может быть, там в другом городе проще это все пройти, или лучше здесь нас врачи как бы Это знают. возможно. Это возможно в другом городе. Причем, возможно, вы получите медицинскую эту в своем городе, а МСЭ уже будете подавать по месту прописки в другом городе. Главное, чтобы это была свежая медицинская комиссия. Понимаете, о чем я? То есть вы прошли самих специалистов в своем городе, Мгм. а на МСЭ подали в другом городе. Это тоже возможно. Почему нет? Форма-то одна. Хорошо. А вот на санаторно-курортном мы стояли много лет 10, наверное. И так нам говорили в Ленске, ну, даются 1-2 путевки за год. И мы так не дождались, нам уже 18 лет, и теперь все, очередь прекратилась, или мы будем дальше в ней стоять? Нет, смотря от того, какую инвалидность вам назначат. Если вы будете инвалидом первой группы, то на санаторно-курортное лечение вы будете продолжать иметь право. Это, во-первых. Во-вторых, да, вы будете продолжать иметь право на санаторно-курортное лечение, если вам уже взрослая инвалидность будет установлена, переосвидетельствование пройдете. Так. До скольки лет будут обучать в школе на дому, если мы учимся с прошлого года? Диагноз у нас ДЦП с фактическими болезнями, трудный ребенок, и нам уже 16 лет. То есть с прошлого года вы учитесь, только начали учиться, в 1 класс поступили? Не могу понять вопрос. Так, что-то прыгает. Ну, вообще, в школе обучение у нас основное образование длится 9 лет. Соответственно, в дальнейшем, если у ребенка есть желание, и если у него есть возможность продолжать учиться, он также может обучаться в 10-11 классе. Здесь право на образование, оно равное абсолютно для всех, независимо от их физических или каких-то других особенностей. Поэтому здесь нельзя сказать именно до какого года он будет обучаться. Он имеет право на получение как минимум основного образования. Это 9 классов. Про питание в образовательных школах, но это понятно, независимо от того, учится ли ваш ребенок в школе или обучается он на дому, он имеет право на школьное питание. В том случае, если он обучается на дому, вас обязаны обеспечить сухим пайком. Он выглядит очень громоздко, ребенок очень плохо слышит в нем, чем в аппаратах, выдаваемых раньше. До этого нам раньше выдавали маленький и мощный, как написано в ВПР. Вот если вы получили уже слуховой аппарат, и он вам по каким-то причинам не подходит, вы сразу не можете приобрести за свой счет, и чтобы вам оплатили. Вам надо сначала обратиться в фонд с заявлением о том, что он вам не подходит. Там будет назначена комиссия, обследует, посмотрит, что да, действительно, это недостаточная мощность для ребенка. И только после того, как его признают непригодным для вашего ребенка, можно приобрести за свой счет и попросить компенсацию. А так получается, что вас уже обеспечили данным средством технической реабилитации, а вы уже второй приобретаете. Так не получается. К сожалению, что касается очков, нет. Они не входят ни в один из перечней для бесплатного получения средств реабилитации, поэтому нет. Очки, к сожалению, мы вынуждены все самостоятельно оплачивать.
Очень жаль, конечно. Потому что зачастую, особенно у детей с ДЦП, зрительные проблемы, там, частичная атрофия зрительных нервов, астигматизма, они являются сопутствующими заболеваниями, и, конечно, это все тоже дополнительные расходы. Ну вот по поводу слуховых аппаратов, оказывается, несколько уже было вопросов. Я вот сказала, да, как надо действовать. Не является малообеспеченным. Нет, ну там категория-то малообеспеченные и дети-инвалиды. Это отдельная категория, поэтому независимо от этого подлежат все равно обеспечению питанием дети-инвалиды. Поэтому здесь не важно. Так, Надежда Николаева ждет ответа. А что-то я... Надежда. Ага. До окончания школы. Надежда Николаева. Вот проезд не дают, всегда говорят, нет денег, а лекарства иногда не бывает. Лекарства, так, которое пишут в рецепте. Были в челюстно-лицевой хирургии в первый раз 5 лет, и там нам не дали проезд. После операции говорили, а после операции были, а там сказали, тоже денег нет. Ну, если вам по вашему заявлению не обеспечивается оплата проезда, в тех случаях, когда вы по закону имеете на него право, то в данном случае возможно обращение только за судебной защитой. Такие прецеденты имеют место быть, и когда взыскиваются в судебном порядке с Министерства труда и социальной защиты, им, конечно, уже деваться некуда, и они оплачивают. Еще есть какие-нибудь вопросы? Ну хорошо, давайте тогда, может, будем заканчивать. Если уже будут какие-то вопросы возникать, то можно, еще раз напомню, обращаться в индивидуальном порядке в колл-центр благотворительного фонда Харысхал, и обязательно всем на все вопросы я отвечу. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, наш семинар был сегодня взаимно полезным, и я узнала много вопросов, которые интересуют наболевших наших родителей, и какую-то полезную информацию вам тоже донесла. Спасибо большое. Извините, пожалуйста, а можно ваш телефон? Куда обращаться? Вот колл-центр Холодовска, они же отправили телефон сейчас, по-моему, в конце. Посмотрите, пожалуйста. Подождите, я написала, вы уж с нами прощаетесь. Так, где это? Так, а кто писал? Я вот просто, оказывается, сообщение, я теряю уже. Пока одно отвечаю, другое бежит. Я не знаю. Уважаемые родители, еще раз давайте я озвучу. Колл-центр, телефон запишите, пожалуйста. 705 887. Подождите, пожалуйста. 705? 887. 705 887. А кода нету? Это МТС. МТС 8914 705 887. 8914 2. Ага. Подождите, я опять не так написала. 8914 двоечку добавьте и 705 887. Все, 2 705 887. 887. И кому обратиться? Как имя, отчество? Анна Васильевна, наш специалист. Вы можете на WhatsApp оставить ваше сообщение, и вам перезвонят, либо юрист выйдет с вами на связь. Хорошо, спасибо.
Хорошо. Если закончились вопросы, мы завершаем наш эфир. Эфир записываем, и на YouTube вы можете посмотреть. Всем спасибо, до свидания. До свидания, всего хорошего, все. Благодарим, до свидания. Анна Васильевна, спасибо большое за консультацию. Пожалуйста. До встречи. До встречи. Как выйти теперь меня отсюда?